Пока, Моника. Нельзя. Друзья, Так, сейчас будем взвешивать вальфутов. Ну-ка нельзя сказать. Ёлки-палки. Она, наверное, его так поранила. Все, бедный. Добрынька. 94 300. Ну-ка, а ты сейчас встань. Так, давай следующего 94 сразу, а то 300. сейчас гасить. Нельзя, Моника. Вот, 94 300. И этот поменьше. 94 300. У них сердце вообще бьется капец как. Лайчата-то 93 700. на 600 грамм у них разница. 93 Моника! 700. Нет, нельзя. 93 700. Ну 600 грамм это не сильно так. Сейчас Андрей встает. 93 700. 86 700. Это сколько он весит? Ну, сейчас посчитаем. Ну, давай посчитаем. В общем, дорогие друзья, взвесили. Получается 7600 у нас Добрынька, персик. И 7 килограмм ровно у нас Гималайчик. Вот такие размеры. Взвесили нашу малышку Алу. Она весит у нас 11 килограмм. Для еще им нету 3 месяцев. Уже 11 килограмм девчушка весит. Как бы это огромные показатели. Они конкретно будут переростками у нас. Вот, а эти это, мне кажется, А эти, да, это вот жесткий. посмотрим. Ну, для девочки она тоже крупная. Если вот это 7 сейчас весит. Вот у них разница во сколько? А, у них почти в 2 недели разница получается. Тут обосновались. Да, красавцы все. Ну, в общем, у нас лайки от новой тайги будут крупные очень. Если вот эти маламуты весят также, у них ровно вес одинаковый. 7500 лайчатов за месяц тоже у нас весили от тайги. Вот такие дела. С бандой пошли прогуляться. Встретили соседей. Познакомились. Вообще к людям все, никто ни хвостик не поджал, не убежал. Все наоборот к людям ластиться начали, целоваться, обниматься. И соседи там 3 человек было, все растаяли. Работали ребята. Радость такую получили. Пообнимались с ними, эти уже побежали, блин, к дому. Капец. Сейчас еще туда пройдемся, так обойдем. Пусть нагуляются, чтобы без сил вообще были. Эти вон домой пошли. Ну, капец, сейчас. Знает уже. Молодцы, видите. Если вольфунты постоянно под ногами, да, они, например, ну, особо далеко никуда не уходят, то, например, лайка, да, чистопородная и валент, они уже это ход делают большой. Видите, бегают где. Разница как бы уже в щенках большая. А что будет, когда им будет там год-два, если заниматься? Он что-то схватила, перчатку. Что там схватила? Перчатку. Молодец. Молодец. Алу это. Вон Моника бежит. Поэтому породу надо брать собаку себе по назначению. Если ты там ходишь в Оленда, просто так, ради того, что хочешь, ну, надо 1000 раз подумать. Или лайку вот, чистокровную, западносибирскую. Вот. У этих ребят совсем другое предназначение, да? Красавцы. Это у нас экзотика прям. Но они все равно, я думаю, разойдутся, если учить, обучать, там, чтобы ход делали большой. Я думаю, они тоже будут расходиться потом в лесу и далеко уходить, и все. Он носится, бегает за перчаткой. Дорогие друзья, Моника так и не пришла, убежала. Вот, пока вот эти детишки, она, наверное, в поисках за зайцем. Посмотрите, что за свиньи у нас обитают здесь, на наших землях. Вот устанавливали провода, скорее всего, это эти ребята. Эти ребята, которые вот работали здесь, устанавливали выше провода. Но везде такая грязь, просто везде. Сейчас чуть подтает, возьмем перчатки, мусорные пакеты, все пособираем. Ужас вообще. Так, ну ладно, Монечку. Сейчас найдем Монечку нашу.
Пойдемте. Нашли Монечку, она сюда прибежала обратно в парк. Смотрите, как тут лед прям. Очень опасно ходить. Самостоятельная девчонка. Шаришь, да, Моня? Где что уже? Подскользнулась. Ну погнали. Че, ты давай этих, я тогда этих пойду. А, иди сюда. А может быть их на время просто... Ну у него ран-то, чтобы Ты это... думаешь, они их там... Ну у нее она еще не зажила, ты же и видел. потом уберем сразу. Глубокая какая была. Иди сюда. Отсадить их все-таки. Можно этого гималайчика к ним, но этому скучно будет. Синай нельзя. Синай нельзя. Синай нет. Пойдем. Синай нельзя. Синай. Ну. Блин, так за них волнуюсь. Пойдем, 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 пойдем. Они вообще добрыньки оба. У них сердечко списать. Видно. Всё. Скоро вам их добавим. Акела. Нельзя, нельзя, Алу, нельзя. Пойдем. Что вы врезаетесь в меня? Как охотятся-то они, посмотрите. Ну, какая статная. Тебе тоже надо измерить. Ари, а то Рагнар, смотрите, там под 80 сантиметров ее брат родной. Надо померить. Ух ты, ё-моё. Надо Арию померить и взвесить тоже. Пойдемте. Так, сегодня одни девчонки у нас гуляли. Пацаны здесь. Ну, из наших валендов. Давай, давай, Моника, заходи. Ах ты, коза. Ну, коза. Иди, алло. Иди, заходи. Иди к братикам. Молодчинка. Вот оно. На генетическом уровне послушание лайк. Чистопородных. А где наша вторая генетическая, ё-моё? Куда она делась? Моника. Мони. Моника. Сейчас ее надо ловить будет. Ну вот. Вот так вот. Валендам просто больше времени нужно уделять. Это не лайка, в которой на генетике это все сформировано. Здесь волчья кровь ярко выраженная, как и говорил, когда она родилась, что у нее это, она непростая. И ей нужно уделять очень много времени. Вот видите, только так. Сейчас будет плакать. Она всегда плачет, когда ее на место суешь. Монечка, все хорошо. Там смотри, сколько у тебя сейчас развлекаловки будет. Смотри, сколько братьев и сестер сегодня. Ети, если твоя сестричка весит 11 сейчас, сколько ты, блин, весишь? Интересно. Все, уже прессинг пошел. Я хочу дети познакомить с этими вольфундиками. Ну возьми его. Сейчас? Ну как Мне хочешь. просто интересно, как он с ними будет играть. Давай, может, возьму я его Возьми. на время. Ну что, малыш, давай. Сейчас вот этим маленьким даем вот эту большого няню. Иди. Да, пусть он нянчится с ними. Он не обижает никого, очень добренький. Андрей облизывает его. Смотрите, в раза в 2 больше. Давай, Слушай, ну мне кажется, они не догонят его в 3 месяца. По размеру он слишком огромный. Смотри на его лапы, именно на лапы. Да, лапы. Длинные, широкие. Слушай, Ети, может тебя никуда не отдавать, еще и хвост на левую сторону. Кто знает приметы про хвост на левую сторону? Смотри, смотри. Смотри, лиза-то облизывает. Он не поймет, что такое.
Скажи, не пойму, что такое. В общем, я предлагал Игорю с Архангельска кобеля, но у него и так много собак, не знаю. Сейчас думает он над этим. Вот, я бы ему, конечно, хотел бы его подарить. У него белка есть, родная сестра Кубы. Вот, и как раз это был бы идеальный вариант, идеальный жених, такой крупный, для той же белки, которая находится в Архангельске. Вот у меня такие планы были. Но смотрим, думаем. Этот ничего не поймет. Ну что, в ситуацию другую попал, ничего, сейчас Пускай разойдется. Да, но он точно не будет давить их. Он добрый. Вес, как вы видели, 7600 у нас вот этот персик и 7 килограмм, ё-моё, 7 килограмм гималайчик. Слышишь, она его не захватит отсюда, этого, а то она может напасть на него. Думаешь, хвост? Ну, хвост, да, главное, чтобы не Пройдет. прислонялся. А? Главное, чтобы не прислонялся. Куба, ты чё? А? Слушай, а как мы это в прошлом году умку туда засовывали, и она как бы это, не давила? А? Чё говоришь? Умку засовывали мы туда. Ну он вообще во сколько? В Кубе. 3,5. Посмотри на него, он что-то бедолага аж. Так, 68 500, бери ее на руки. Сейчас мы Луйку взвесим, пока есть такая возможность. Ей год у нас. Год и... Давай. Сейчас, подожди. Ну-ка. Что-то она не сбивается. Да ё-моё. Стоп. Все, давай. Так, отойди. Вот, давай. 5. 99. 99, 68. 99. Сейчас посчитаю, сколько этот богатырь весит. Ну что, дорогие друзья, в общем, у нас Луйка весит 30 килограмм, 500 грамм. Ну, 31. Она вчера кушала, сегодня уже обед. Поэтому, если бы она поела, то, возможно, там 32 и 33 бы весила. А так, как бы, ну, я вам скажу, это просто вес такой серьезный для Валенда. 30 килограмм. Это не это. Чтобы вы понимали, западно-сибирская лайка 16-18 килограмм девочки весит. Чтобы вы понимали, Грета ко мне пришла, она весила 13 килограмм, Валенд. 13. А вот это 30, в 2 раза больше. Какой в 2? Больше даже. Вот она, у нее холка. А есть рулетка? Давай в холке померим сейчас. Вот как раз сейчас в холке померим ее. Друзья, измерили Лую. Да, Сейчас вы сами все увидите, сколько она, какой у нее рост. Так, сейчас. Так. Вот, Всё. дорогие друзья. Смотрите, Так, стоп. вот. Стоп. От пола. Неудобно, конечно. Ну, так. стоп, вот. Вот, смотрите, под 70 сантиметров. Вот, сейчас я, подождите, положу руку. Вот, дорогие друзья, посмотрите, сейчас станем, вот так, ровно вставай, вот. Посмотрите, вот холка у нас, вот она. Вот мы делаем так. Стоп. Вот, посмотрите. 70 Вот, под сантиметров. 70 сантиметров она в холке. Спина, померь сразу спину, чтобы видно было. Вот Вот. спина. Спина, 65, что ли. спина, да, 60, не 65, подожди. Стой. Стой. Спина. 65 это вот. А у нее выше еще. Вот, спина 67-66. Вот, круто. поэтому в холке она 70 сантиметров. Она больше новой тайги у нас. 67. Посмотрите, ручка дверная, где и вот она. Она реально просто, ну, хорошая. Вот, ее бы, конечно, Рагнаром нам покрыть. Вульф энд Дог, сестра нашей Арии, красавицы. Вот это вот для нее жених бы был. Вот, ну, если потечет сейчас весной, то будем братишом пробовать. Нет, так будем ждать Рагнара тогда. Вот, это самый идеальный вариант для Рагнара. Идеальный для Рагнара варианта нет и не будет. Вот, кроме новой тайги, конечно. А вот это вариант самый лучший. Самый лучший, да, смотри какая. Вот там щенки будут, просто огонь. Огнище. Покажи свои зубы. Еще палевый окрас. Вон она, какая. Нос черный. Красота. Короче, Луйка у нас Винтус. Он литр молока налил ей.
Вон молочко, да. Сейчас опять взвесим ее, посмотрим. 31 500 получается она будет. Ну, в общем, вес ее примерно, ну, сухой получается. Всё, Вес что ли? ее это 31 килограмм. Напилась? Это можно малышам отдать сейчас. Ну да. Че, пойдем? Иди сюда, Луя. А, 200 хочешь? Я 68 600. Ну, Ладно, жадно. это ты заснял? 68 600, да. Давай. Опять весы моросят. Вот она, по пояс стоит. Голова ее. О, все. 68 600. Давай, сейчас сотка, наверное. Ну, с 900 нормально. Это у нее зарычал? 99 900. Ну да, Сотка. все понятно с тобой, Луя. Хорошая. Добрый вечер, доброй ночи, дорогие друзья. Вон Наумку ошейничек одел на Арию. Сейчас пойдем прогуляемся. Умка у нас все осматривает, ко всем вольерам подбегает. Это у нас Ария. Он уже как Синай ростом. Один в один, только шерсти больше. Да, Сина, сейчас тебя тоже отпущу. Сейчас пойдем гулять. Куда-то убежали уже. Синань, Умка, Ария. Все вместе носятся по оврагам, по снегам. Снег потаял, но все равно проваливается, поэтому лыжи взял. Навигатор севший, поэтому оставил его дома на подзарядке. На Арию только ошейник нацепил. Вот и все, в принципе. Что вдруг что, все равно на всякий случай без GPS навигатора гулять как-то не хочется с такими животными. Выходим ночью, потому что соседей уже достаточно по весне сейчас. Все работают, чтобы не мешали, не боялись. Выходим вот так поздно ночью. Ну, я, в принципе, и все время ночью выходил. Всегда с ними гулять. В основном с Валендами и Лайками. Но с Арией тоже гулял частенько. Днем тоже гулял, но зимой не так много соседей было. Вообще их не было. Сейчас по весне много, поэтому, в общем, гуляем так. Вечерами только. Доброе утро, дорогие друзья. Вышли чисто с пацанами прогуляться. Это у нас Йети, Акула, Лимба и Лорд. Вот у Лимбы сегодня ушки стали. Красавчик какой. Пакет забрал, да. Ничего страшного, пусть поносится. Мы с дочкой вышли погулять. С мальчишками. Акула, конечно, ведущая. Дорогие друзья, вы посмотрите, как кубята. Ищем их, а они из-за поворота побежали, куда-то ускакали. Большой ход уже делают кобели. Просто метров 300-400. В таком маленьком возрасте это капец на самом деле. Вон бегут. Лорд и Лимба.
Ну вот вся орава возвращается домой, сама пешком идет. Сейчас, надеюсь, сама и в вольер зайдет вся. Пойдем, пойдем, лорд. Лорд, Йети, Лимба и акула. Где он? Акула. Вот эти уже на страже, схватить всех. Пойдем. Надеюсь, за нами пойдут. Пойдем, пойдем, акула, домой, домой, всем домой. Девчата здесь остались, скучают. Они хотели гулять, ну, по очереди. Мы с ними вчера гуляли, хорошо. Пойдем. Так, акула зашел, лорд зашел. Йети, Лимба, иди ко мне, иди сюда. Заходи, 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 Лимба. Лимба, заходи. Молодчинка, молодчинка. Вот они какие послушные. Лимба один не зашел, ну ладно. Сейчас зайдет. Пойдем. Идем, 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 идем. Иди сюда, пойдем, место. Молодцы, молодцы какие, вообще умницы. Хорошие, послушные детишки. Видите, кобели все равно в этом плане устойчивее как будто. Самки это вообще капец, что-то с чем-то. Сейчас мы заберем тебя, Йети. Сейчас тоже зайти хочешь. Мимо входа пробежал. Сейчас я его. Так, подождите. Оба. Так. Йети, иди ко мне. Заходи. Заходи. Давай, давай, давай. Иди сюда. Молодец. Умница. Репейников нахватал. Вон они на нем. Пойдем. Ой, этот. Йети. Давай, 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 давай. Выходим. Мамба гулять хочет. Смотри на нее какая. Сейчас пролезет. Ё-моё, сейчас. Я когда сюда иду, у меня Акела сразу бежит. Сейчас Анюту попросил поснимать мне фурию. От нас-то она убегает. Вон Акела охотится. Все, ладно, не надо его раздражать. Вот он охотник, спокойный охотник, как вы говорите. Что ты не запустишь, что ты не сделаешь. Он убьет, если кто-то к нему зайдет. Это так кажется, что он спокойно через сетку может погладить себя, дать бочину почесать. Это все у него отвлекающие маневры. Он очень умные, эти животные. Фурия. Акела, красавец. Тем более сейчас у них гулянка прошла, они будут защищаться. А фурия уже агрессивная стала. Будет с каждым разом все агрессивнее, агрессивней. Родит вообще агрессивная будет. Ну и Акела под шумок. Ну что, пойдемте. Она, я не пойму, задушена, скорее всего. Чего она помереть могла. Вон какая красивая. Сейчас пойдем Рамзана напугаем. Дорогие друзья, реакция Рамзана будет у нас в телеграм-канале. Ссылка в описании будет. Поэтому смотрите. На Лакшери Вульф. Ну, пойдем его сейчас напугаем. Да, дочь? Посмотрим, как он не любит крыс. Сказал, никогда их не видел вживую. Ну, сейчас увидит. Провели расследование по крысе. Вот у нее перегрызана морда с левой стороны. Здесь получается глотка, морда, вот эта часть. Скорее всего, вот кто-то из собак или валендов или гибридов кто-то лупанул, потому что я каждый день гулять хожу с ними вечером. И это просто 2 секунды рвануть собаки, и все, и вот крыса померла. Ну отлично, отлично, что собаки давят хоть их. А то тут их просто. Вот конура, там за вольером штуки 4. В общем, сейчас сожгем все это дело.